Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Межсезонье на Лене. Подняли цены на паромы. Также поехали суда на воздушной подушке. Какие тарифы? Оставленные дети. Почему матери бросают своих малышей? Подробности недавней ситуации ребенка, найденного в подъезде в Якутске. Портативные гаражи, аренда машиномест и боксов. Какие варианты выбирают якутяне для содержания авто в зимний период? СВФУ 10 лет. Что сделано и достигнуто университетом за это время? Подробный разбор. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Ниренгринского района в конце выпуска. День ювелира. Работники отрасли отмечают профессиональный праздник. Президент России сегодня провел двухсторонние переговоры с лидером Египта на полях саммита «Россия-Африка» в Сочи. По словам Путина, рост товарооборота между двумя странами в прошлом году составил 14% и достиг 7 миллиардов долларов. Также российский президент отметил, на марше у двух стран стоят крупные проекты, например, по атомной электростанции и промышленной зоне в Египте. Нужно вложить 190 миллионов долларов в ее развитие и привлечь до 7 миллиардов. В свою очередь, египетский лидер пригласил Путина на церемонию начала строительства АЭС у себя в стране для закладки первого камня. Напомню, саммит «Россия-Африка» открылся в Сочи. Сегодня среди участников руководители более 40 государств африканского континента. С 1 марта следующего года в России начнется пилотный проект по выдаче электронных паспортов. Об этом во время посещения школы управления Сколково рассказал председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Ранее сообщалось, что электронный паспорт может появиться в виде пластиковой карты и мобильного приложения в смартфоне. В электронном документе будут сведения о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ННН. Всего на развитие цифры в нашем бюджете на ближайшие годы предусмотрено 1,6 триллиона рублей. Мы, например, планируем запустить электронный паспорт в пилотном режиме с 1 марта следующего года. Эта система будет содержать практически всю важнейшую информацию о человеке. Уже сейчас только государственные информационные системы содержат более 80 петабайт информации. Госкомцен повысил стоимость услуг паромов по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Подорожание сезонное, связано с затруднением судоходства на реке из-за образования льда. Так, за перевозку 1 тонны груза стоимость составит 980 рублей. Проезд за взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет составит 220 рублей, на ребенка младше 10 лет 110 рублей. Ну а за легковые автомобили от 685 рублей, за грузовые от 3450 рублей. Кроме этого, на линии Якутск-Нижний Бестях стало известно, что с этого дня ходит не 13, а 7 судов. Также по маршруту Якутск-Нижний Бестях с сегодняшнего дня начали курсировать суда на воздушной подушке. Пока еще есть альтернативы, как перебраться на другой берег, но скоро лед на реке окрепнет и вся нагрузка пассажирского маршрута ляжет на плечи водителей хибусов. Сюжет нашего корреспондента Александра Хавренко. С 22 октября в Якутии приказом Федерального агентства морского и речного транспорта официально объявлено о закрытии летней навигации. Также закрыты все паромные переправы, за исключением направления Якутск-Нижний Бестях. На сегодняшний день, 23 числа, у нас уже на переправе работает 7 единиц паромов. В навигацию летний период было 13 единиц работало. Уже ведется понемножку сокращение флота. Это у нас связано, во-первых, с метеорологическими условиями и требованиями по безопасности судоходства на реках. По пассажирским перевозкам, если брать вкратце, то у нас катера приостановили работу. Сейчас перевозка пассажиров осуществляется судами на воздушной подушке.
С судано-воздушной подушки начали курсировать с городского пляжа Якутска до поселка Нижний Бестях с 23 октября. Пока проезд на них стоит 1500 рублей для взрослого и 750 рублей для ребенка. Но со временем, когда пойдет шуга, цены на перевозки повысятся. Вышли в первый рейс, произвели разведку, проложили трассу. Дорога более или менее хорошая, безопасная. Был совершен сегодня первый рейс, уже первых пассажиров привезли. То есть необходимость уже есть в совершении данной работы. Пока большого ажиотажа среди пассажиров нет. Многие предпочитают переправляться на другой берег на паромах. Но как только лед окрепнет и переправа перестанет работать, для капитанов судов на воздушных подушках настанет самая горячая пора. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Руководство Упрдор-Вилюй оценило готовность моста через реку Марху. Строительство на стадии завершения. Этот объект входит в транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года. Качеству работ на объекте уделяется особый контроль. Все должно быть сдано 31 октября. После этого движение будет открыто в рабочем режиме. В настоящее время продолжается устройство барьерного ограждения, обочин, павильонов автобусной остановки, ведется монтаж опор освещения и водоотводных лотков. В следующем году планируют ввести мост через реку Малую Батобию в Мирнинском районе и через реку Тюкян на границе Нюрбинского и Верхневилюйского районов. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство магистрального газопровода и объектов инфраструктуры на участке Чаянда-Ленск. Проектная документация предусматривает строительство подземного магистрального газопровода протяженностью 205 километров. Трасса протянется от площадки установки предварительной подготовки газа Чаяндинского месторождения и пройдет до коридора магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Строительство линии Чаянда-Ленск – это часть первого этапа создания газотранспортной системы «Сила Сибири». Трасса газопровода протяженностью около 3000 километров предназначена для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи «Газпрома» российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. К другим темам. В результате перегрева двигателя грузового лифта произошло задымление в детском саду в Мирном. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. За медпомощью никто не обращался. До прибытия пожарных была организована эвакуация учащихся и персонала. Всего эвакуировано 205 человек, из них 185 дети. В настоящий момент детсад работает в штатном режиме. На прошлой неделе общественность всколыхнула новость о маленьком мальчике, которого нашли в подъезде, оставленного матерью. Правоохранительные органы установили личность ребенка и его мамы, но женщина до сих пор не пришла за своим сыном, который 5-е сутки уже находится в доме ребенка. В ситуации разбиралась наш корреспондент Сусанна Рожина. Именно в этом грязном подъезде был найден маленький 2-летний мальчик, которого оставила мать. Сейчас ребенок находится в специализированном доме ребенка, куда его привезли инспектора ПДН. По данным МВД, в Якутске более 150 детей ежегодно попадают в специализированное учреждение. Что же движет матерями, которые оставляют своих детей? Пользователи социальных сетей резко осудили мать ребенка. Именно по мессенджерам была распространена новость о том, что 2-летнего мальчика оставили. Сердобольная соседка не позволила ребенку замерзать в подъезде. Мама приходила где-то после минут через 40 после того, как забрали ребенка. Пришла пьяная, молодая девушка, плачет. Меня ребенка здесь забрали. Откуда, говорю, почему ты его вообще бросила? Она говорит, я ходила в магазин. Молоденькая, симпатичная девочка. Ну, видно, что пьянствует. Я говорю, у тебя муж хотя бы есть? Кто-нибудь, пока не поздно, заберите ребенка. Она говорит, нет, мужа нет, и я живу с бабушкой. На данный момент правоохранительные органы собираются возбуждать дело по факту оставления ребенка в опасной ситуации и по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей. Идет проверка. Родители, мать данного несовершеннолетнего, она установлена. В данное время проводится проверка следственным комитетом. Также проводится работа с сотрудниками по делам несовершеннолетних. И решается вопрос о постановке ее на профилактический учет.
Мальчик уже 5 дней находится в доме ребенка, а родные за ним еще не пришли и не пытались его забрать. Ребенок был вовремя к нам доставлен, он был в удовлетворительном состоянии. Конечно, был очень испуганный, очень беспокойный. Вот. И с тех пор он у нас находится. Мама у нас не объявлялась. Родственники говорят, в выходные приходила бабушка, дядя, тетя, но в рабочие дни к нам никто не подходил еще. Но сейчас родным будет уже сложно забрать ребенка из специализированного учреждения. Для этого необходимо, чтобы мать встала на путь исправления и доказала свою способность воспитывать своего сына. Если ребенок попадает в спецучреждение, конечно, так легко мы ребенка не отдаем, потому что все органы системы профилактики должны отработать с родителями, с законными представителями, имеется в виду с опекунами, например, да, или с родителями, а потом уже в дальнейшем, когда уже работа будет проведена, мы уже можем передавать по нашему разрешению законным представителям. Потом она вечером еще раз приходила, еще хуже пьяная, в коридоре там плакала, сидела. Но я не подходила, не выходила, просто по голосу слышала, что она, вот у меня здесь ребенка забрали, кому-то жаловалась. Имея не ценим, а потерявший плачем. Так можно охарактеризовать эту ситуацию. Алкоголь и женщина – это два несовместимых понятия. Вместе они неминуемо приводят к деградации общества. И в этой ситуации больше всех страдают ни в чем не повинные дети. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутске, по данным, количество автомобилистов с каждым годом только растет. Раньше, в зимнее время, их количество существенно снижалось, так как многие замораживали транспорт до наступления весны. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Какие варианты выбирают якутяне для содержания своего авто в зимнее время? Сюжет Дмитрия Тымырова. Юлия – водитель со стажем. Вот уже на протяжении 9 лет она ездит по дорогам столицы. Основной ее маршрут, конечно, это дом-работа. Первый год, как она рассказывает, арендовала гараж. Первый год я арендовала гараж, но потом поняла, что это невыгодно, потому что каждый месяц выкладывать по 20 тысяч немножко тяжело. И таких, как Юлия, которые начали отказываться арендовать гаражные боксы, с каждым годом только увеличивается. Водителем являюсь с 2011 года, то есть со студенческих лет уже за рулем. А так, зимнее время начал эксплуатировать уже примерно 16 года, 16-17 года. До этого зимнее время замораживал машину. Да и замораживать на зиму сейчас тоже становится редкостью. Это раньше почти никто не решался держать своего железного коня во дворе. Каждый мог вспомнить случай, когда оставленный под окнами на ночь автомобиль на утро оказывался без колес, зеркал и дворников. Сейчас же автомобилисты спокойно оставляют свою технику на улице, даже в минус 50, закрыв чехлом, который называют портативным гаражом. Ну, расход бензина, конечно, увеличивается немножко. Но для нашей зимы, я думаю, что это очень удобная вещь, и это гораздо выгоднее все же, чем иметь свой гараж. Вот. Для человека, который работает, передвигается постоянно на машине, портативный гараж – очень хорошая вещь. Вторым вариантом вместо аренды целого гаражного бокса альтернативой становится аренда машиноместа. Таким вариантом пользуется Артур. Он видит в этом больше выгоды. Если обычный бокс гаража в среднем центре стоит плюс-минус где-то 30-35 тысяч, это в центре. А гаражное место где-то в среднем от 15 до 25. Плюс будет в том, что в гаражном месте это круглосуточная охрана. Тебе бояться незачем. А вдруг пожар, а вдруг что? Как бы машина уже под охраной стоит. В будущем и Артур хочет перейти на портативный гараж. Ведь это не только удобно, но и мобильно. Как отмечают предприниматели, которые реализуют портативные гаражи, спрос на них растет с каждым годом. Эти гаражи стали очень популярными, получили признание. И сейчас рынок с каждым годом становится все больше и больше. Сейчас ориентировочно ежегодный прирост по реализованным около 40%. Сейчас реализацией таких портативных гаражей занимаются как местные предприниматели, так и приезжие. Технология у всех разная, но ежегодно ее обновляют. Сегодня основными покупателями таких гаражей являются якутяне. Но предприниматели отмечают, что на них начинают выходить автомобилисты и из других регионов страны.
Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Вернемся ровно через 1 минуту. Короткая реклама. Смотрите далее в нашей программе. СВФУ 10 лет. Что сделано и достигнуто университетом за это время? Подробный разбор. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Ниренгринского района в конце выпуска. И День ювелира. Работники этой отрасли отмечают профессиональный праздник. Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. Якутские школьники смогут посетить базу подготовки космонавтов в Звездном городке. Проект обсудили в ходе встречи в Москве глава Якутии Айсен Николаев и начальник научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павел Власов. Речь идет о программе дополнительного образования аэрокосмической направленности «Старт в космос». По итогам дистанционной олимпиады по физике, математике, по истории авиации и космонавтике были отобраны 40 юных якутян. Победители в скором времени должны отправиться в столицу страны. Там они познакомятся с настоящими космонавтами. Завершающим этапом для финалистов будет посещение Звездного городка и посещение Центра подготовки космонавтов, тренажерной базы, занятия с погружением. Они у нас будут 2 дня жить, посмотрят все, что есть, для того, чтобы когда-нибудь по прошествии, немногих, я надеюсь, лет, кого-то мы их увидели, из них мы увидели в качестве кандидатов для поступления в отряд космонавтов. 10 лет Северо-Восточному федеральному университету. Именно 21 октября 2009 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах. В Якутии было решено основать его на базе Якутского госуниверситета. О достижениях СВФУ за последние 10 лет информацию подготовила моя коллега Сарглана Захарова. Здравствуй, Влад. 2009 год стал отправной точкой для нового этапа развития высшего образования в Якутии. Северо-Восточный федеральный университет сегодня крупнейший на территории республики. За 10 лет работы улучшились показатели по всем направлениям. Так, средний балл ЕГЭ первокурсников увеличился с 53 баллов в 2010 году до 64 в 2019. Во многом рост произошел благодаря повышению нижней границы проходных баллов по основным предметам. В то же время возросло количество и самих студентов – больше 18 тысяч молодых людей. При этом не только из республики, но и других регионов страны. Приезжают учиться и из зарубежья – 300 студентов, представителей 38 стран мира. Сегодня университет готовит квалифицированные кадры в самых разных сферах деятельности. Обучение ведут по 146 направлениям высшего и среднего профессионального образования. За 10 лет количество основных образовательных программ возросло со 123 до 461. Если в 2009 году было всего 2 магистратуры, то сегодня перед студентами стоит выбор из 132 программ. В 9 раз увеличилось и количество направлений дополнительного профессионального образования. По ним ежегодно переподготовку и повышение квалификации проходят порядка 9 тысяч работников предприятий и организаций Дальнего Востока. Северо-Восточный федеральный университет – один из 10 федеральных вузов страны, ориентированных на решение геополитических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов. Так, в учебном заведении готовят по таким наиболее востребованным направлениям, как горные инженеры, геодезисты, теплоэнергетики и теплотехники. В целом в 2 раза больше инженерно-технических направлений, чем это было 9 лет назад. Не остаются без внимания и новые специальности – медицинская физика, генетика, клеточные технологии, клиническая психология. База для ведения научно-практической работы увеличилась в разы. Из всего 38 лабораторий в 2009 году расширили перечень до 247. Из них 36 – это укрупненные научные лаборатории.
Преподавательский состав – это порядка 1500 сотрудников, 70% из них имеют ученые степени. А работа по повышению заработной платы – это тоже немаловажный фактор развития университета. На графике видно, что рост довольно внушительный, почти в 4 раза увеличилась заработная плата у преподавателей. Сегодня в среднем она составляет 130 тысяч рублей. Средний заработок профессоров составил на сегодня более 150 тысяч, а у научных работников до 135 тысяч рублей. Улучшается и инфраструктура. События международных масштабов проходят на базе университета. Культурный центр «Сергелявские огни» не раз становился местом проведения всероссийских и мировых форумов. Помимо этого, в материально-техническую базу входят 40 учебно-лабораторных корпусов, испытательные полигоны, спортивные объекты, места питания и активного отдыха. Площадь территории университета увеличилась почти в 3 раза – 120 гектаров. На ней расположены объекты общей площадью 295 тысяч квадратных метров. Одной из главных составляющих студгородка является общежитие. На графике можно увидеть, что и здесь произошел внушительный рост с 82 тысяч до 113 тысяч квадратных метров. Больше 7 тысяч иногородних и иностранных студентов сегодня имеют возможность проживать в комфортных условиях в шаговой доступности от учебных корпусов. И это еще не все цифры, которые можно озвучить, подводя предварительные итоги первой десятилетки Северо-Восточного федерального университета. Но даже по ним можно смело заявить, что главный вуз республики теперь может конкурировать как на российском, так и международном уровнях. А главное – готовить на благо страны и республики самых нужных и высококвалифицированных специалистов. У меня на этом все. Влад. Спасибо. На прямой связи о десятилетии СВФУ обозревала Сарглана Захарова. В Алданской муниципальной столовой решили проблему нехватки поваров за счет резервов предприятия. Столовая является кормилицей как для взрослых, так и для детей. Повара готовят обеды для школьников. Татьяна Вахнина из Алдана подробнее. Пекарь муниципальной столовой Нина Полушкина стряпает очередную партию булочек. Быстрыми, выверенными движениями мастерица превращает кусочки теста в настоящие шедевры. Булочки с повидлом и посыпкой, рогалики, рулеты, беляши и пироги. Нина может приготовить все. Я здесь вот пришла и в основном на тесте стою, потому что это моя стихия. По должности пекарю полагается работать только с тестом, однако Нина может приготовить любое блюдо. Она мастер-универсал. Производственный план выполнен, смена скоро закончится. А о том, что дома вновь предстоит встать к плите, Нина думает с удовольствием. Мне кажется, я печь могу и дома постоянно, и на работе. Мне всегда с этим не проблема. У меня сыну 9 лет, и мы с ним вместе можем стоять и готовить. Он мне помогает. Нина пришла в пекарный цех без малого 5 лет назад. В столовой и кулинарии сосредоточено основное производство муниципального предприятия. Меню включает порядка 60 блюд. Ежедневно столовая кормит около 1000 посетителей. Готовыми блюдами из кулинарии хозяйки предпочитают дополнять семейные обеды и ужины. Готовит прекрасно, коллектив прекрасный, обслуживание хорошее. Что еще? Пришел, поел, свободный. Также предприятие кормит детей. Повара столовой готовят обеды для 3 школ города. Между тем, при имеющемся продуктовом изобилии в отрасли наблюдается кадровый голод. Еще в начале года специалистов катастрофически не хватало. Проблему удалось решить за счет собственных резервов. Да, у нас решена эта проблема. В настоящий момент мы не кормим детей с столовой школы номер 1. Там выиграл тендер другой человек, а мы кормим столовую школу номер 2, гимназию и центр детского творчества. Поэтому проблема сама по себе, так сказать, разрешилась. Сейчас на всех местах у нас хватает специалистов. Первых посетителей муниципальная столовая накормила более четверти века назад. Тогда открытие социального учреждения общепита было ориентировано на малоимущие категории населения. Несмотря на разного рода сложности в отрасли, столовая по сей день остается главной кормилицей для жителей и гостей города. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ювелиры Якутии сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Изделия якутских мастеров сегодня известны и пользуются большим спросом во всем мире. Их уникальность заключается не только в высоком качестве исполнения, но и в особом стиле и использовании самых разных материалов, начиная от бивней мамонта, заканчивая необработанными минералами.
В эти дни в сокровищнице Якутии проходит выставка изделий якутских ювелиров. Более 100 экспонатов там представлены. Я не могу не отметить изделия Татьяны Батюшкиной, потому что витрина с ее работами стала настоящим магнитом для наших посетителей. Изделия очень интересные, самобытные, хочется разглядывать, раскрывать тайну, потому что каждое изделие имеет свой сакральный смысл. И не зря Татьяна Батюшкина в 2017 году стала лучшим ювелиром Сибири. Очень интересное изделие, самобытные, она мастерски использует драгоценные металлы и натуральные камни. Вот обратите внимание, здесь есть изделия и с лазуритом, агатом, кварцем. Очень интересное изделие. То есть Татьяна Батюшкина стала уже настоящим брендом, ее имя стало брендом качества. А готовить квалифицированные кадры для ювелирного дела продолжает Якутский промышленный техникум. С прошлого года учебное заведение занимается подготовкой специалистов для гранильного кластера, который входит в состав Торкангаласы. В ближайшие годы там создадут 300 рабочих мест. Студенты прошли на базе предприятия производственную практику. Часть выпускников по окончании учебного года планируют зарегистрироваться в качестве резидентов кластера и создать свой бизнес. Промышленный техникум сегодня обучает ювелиров после 9 класса и огранщиков на базе 11 классов. Они обрабатывают металлы, различные виды камней, серебро и выполняют огранку алмазов. Здесь, кроме навыков именно ювелирного дела, мы еще обучаем их именно индивидуальному предпринимательству. С 2014 года участвуем уже в чемпионате «Молодые профессионалы». За эти годы нас обеспечили рабочими местами. Да? Верстаки у нас тут новые стоят, 20 штук уже. И это дает нам возможность, конечно, проводить конкурсы профессионального мастерства. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Далее смотрите обзор новостей и событий Ниренгринского района. Слово передаю коллегам.